9 июля в 23:30 на пульт противопожарной службы поступил вызов о том, что горят два дома в микрорайоне Борисовка-3. В результате пожара полностью сгорел один дом, второй пострадал большей частью. Были жертвы – беременная женщина с ребенком и мужчина 26 лет. Со слов жителей, молодой человек погиб в огне, пытаясь спасти беременную соседку и ее маленькую дочь. Они видели, как уже задыхаясь, он звонил своей супруге и говорил, что умирает. 10 человек попали в реанимацию, многие в травматологию, так как выпрыгивали из окон второго этажа. В Якутске при пожаре в жилых домах погибли двое взрослых и ребенок. Чрезвычайное происшествие произошло накануне в районе Борисовки-3. В Якутске произошел крупный пожар. Мичуринская озерная. Там свяжешься. Кто работает? Со дня этой трагедии прошло более 2 недель, а многочисленные проблемы погорельцев все еще не решены. Даже официальную причину возгорания до сих пор не озвучивают. Съемочная команда телеканала Якутск ТВ и журналисты информационного агентства Якутия-Инфо решили разобраться в сложившейся ситуации. Сразу после пожара на следующий день пострадавшим жителям стали организовывать встречи с представителями органов власти. Как останемся потом в этом временном, да? Это тоже времена было. А вот я вчера подала заявление, да, одна из 4, вот вы сказали, 7, да. Мне сказали, через месяц сколько узнавать. Даете гарантию? По сей день погорельцы живут на улице в тяжелых походных условиях без каких-либо удобств. 9 семейств вынуждены готовить на костре, ютиться в палатках и жить в ожидании того, когда обещания с высоких трибун воплотятся в жизнь. Пожар в Борисовке-3 в очередной раз выявил хроническую проблему Якутска. Проблему нехватки жилья для погорельцев. Денег в скудном бюджете не хватает, а имеющаяся очередь для жителей ветхого и аварийного жилья редеет крайне медленно. Куда девать жителей Борисовки, если кроме них власти не могут справиться с расселением обитателей муниципального фонда? К сожалению, погорельцы Борисовки-3 не одиноки в своей беде. Сотни семей сегодня выживают в непригодных для жизни условиях, в полусгоревших бараках, полуразрушенных домах и в маневренном фонде, который находится в ужасающем состоянии. Но самая страшная общая беда – это человеческие жертвы. По информации МЧС, пожары в текущем году унесли жизни 10 человек. Среди них есть и маленькие дети. На этой фотографии Яков Яковлев. 12 августа ему исполнилось бы 28 лет, но он погиб. Яков погиб в ночь с 29 на 30 июля, пытаясь спасти из горящего дома на Борисовке-3 беременную соседку с 2-летней дочерью. Яков кинулся в горящий дом, когда как пожарные не решали зайти туда. Они втроем задохнулись, так и не дождавшись помощи. Яков умер, прикрывая от огня своим телом женщину и ее ребенка. Родным Якова хочется, чтобы его подвиг не был забыт, чтобы его наградили посмертно как погибшего при спасении, чтобы его будущий ребенок мог гордиться своим отцом. Погорельцы с улицы Дзержинского, как и жители Борисовки-3, возмущены халатностью пожарных. Со слов очевидцев, спасатели абсолютно не реагировали на призывы о помощи, прибывали на место возгорания с полупустыми баками. В итоге вытаскивать людей из огня приходилось соседям и обычным прохожим. Они вот там спускались на площадке, погибли, задохнулись. Они говорят, мы все коридоры прошли, говорит, лестничные, да они не заходили. В смысле, они пытались бежать, да? Да, они вот тут на площадке, на лестничной, 3 года, Кирюша, мой внук, и невестка 28. Вы по-моему забили, да? Да. Это... Посмотрите, как можно было их не заметить. Пожарники сказали, что все, обошли все коридоры. Они вот тут сидели, посмотрите, вот на этой площадке, вот тут погибли. Как можно было их обойти, если они поднимались наверх, если они все смотрели? Как можно было обойти? Это неправда. Они не поднимались сюда, видимо, за свою шкуру боялись. Как так? У них костюмы, противогазы. Я бы сама побежала, но мне сказали, никого нет. Но мы подумали, что она убежала, ушла. И вот тут в конце пожара обнаружили 2 трупа. Этот случай представители МЧС прокомментировали так. Ну, они не дошли до этих погибших, потому что уже температура, которая там уже создалась, уже не смогли наши физически пройти через лестничную клетку. Там уже огонь не позволял пройти.
чисто по температуре. Работали бы оперативнее, быстрее, слаженно, не было бы такого, то он шланг путается, то он пока машину, я все это видела. Если бы была оперативность, слаженность работы, этого бы не случилось. Они хотя бы вынесли тела не обгоревшие. Теперь я не могу даже рот открыть. Простите, потому что они обгорели. Общественный деятель, руководитель Союза погорельцев Якутска Сергей Зорин сам пережил подобную беду, поэтому, как никто другой, ощущает всю трагичность ситуации. Законы существуют для того, чтобы их исполнять. Но законы должны исполняться и законодателями. Наличие вот этих домов в Борисовке подразумевалось изначально как маневренный фонд, который успешно, считаю, на тот момент решил эту проблему. Это не является долгосрочным жильем. Ну ладно, переселили в маневренный фонд, а потом с помощью различных, что называется, затягиваний, не объяснив, а может и объяснив, но люди все-таки пошли на то, чтобы приватизировать эти квартиры, потеряв сам статус муниципального жилья и попадая под разграничение федеральных законов. Как решить эту проблему? Направления работы должны быть многоплановыми и системными. То, что нет свободных денег. Если при таких деньгах, которые выделяются, и возможности распоряжения землей, которая является, имея возможности обязать и заставить, это просто нежелание, отсутствие политической воли. Хотя по статистике пожаров с каждым годом в Якутске становится все меньше, люди все чаще стали выражать недовольство публично, привлекая к своим проблемам внимание общественности. В частности, весной этого года в столице республики состоялся один из самых крупных за последнее время митингов погорельцев. Его организатором выступил общественный деятель, руководитель Комитета народного контроля Александр Захаров. Буквально на днях Александр Захаров организовал одиночный пикет возле Дома правительства, который по странному обстоятельству совпал с регистрацией в Рио главы республики Егора Борисова в качестве кандидата на пост президента. Если вы так ко мне обращаетесь, я не буду обращаться на ваши просьбы внимания. Если вы нормально будете, если вы просто пришли провоцировать, нормально провоцировать. Я не провоцирую, я представляю интерес погорельцев. Ну вот кто такой с вами? Погорелец? Нет, я общественный. Егор Афанасьевич Борисов является нашим, получается, гарантом Конституции Республики Саха-Якутия, и, соответственно, он должен непосредственно заниматься такими вещами, которые в данное время, ситуация с пожарами по республике и по городу Якутске стоит очень, получается, остро стоит. И Егор Афанасьевич Борисов не должен кивать на Айсена Николаева, а непосредственно встречаться с каждым погорельцем, группой, потому что погорельцев у нас не только в Борисовке, и в городе около 1000. Люди без квартир, получается, никакой программы практически не, если она есть, то она не работает по помощи, получается, погорельцам и прочим. 203 микрорайон у нас изначально был задуман как часть квартир была там предназначена для нужд погорельцев. Ну, как мы все знаем, сейчас в данное время это жилье сейчас продается как элитное коммерческое жилье. Якутия является лидером по ветхому аварийному фонду в стране. К слову, многие забыли, что ровно 2 года назад, в августе 2012 года, состоялись публичные слушания по выделению 203-го микрорайона под строительство РДР Групп. Земля за 365 миллионов была выделена, в том числе под благим предлогом, для расселения погорельцев и детей-сирот. Сегодня же, когда вопрос жилья для погорельцев стал как нельзя остро, что-то мы не слышим, чтобы в квартиры новенького квартала была заселена хотя бы одна семья, оставшаяся без крыши над головой. Погорельцы вынуждены выживать под открытым небом в палатках, в то время как жилье, которое строилось как бы для них, сегодня распродается на рынке, пополняя кубышку около правительственных компаний. А компанию РИК, которая является учредителем РДР Групп, создавал никто иной, как Егор Афанасьевич. Интересно, что депутат Госсобрания Ултумен Владимир Федоров еще в начале этого года выражал опасения, что вряд ли погорельцам стоит рассчитывать на жилье в этом элитном микрорайоне, даже из разряда эконом-класса. Первая часть получения земельного участка была придумана как социальный проект. И тогда было озвучено 40% жилья будет коммерческого назначения, умеренные цены, и 60% будет на соцветхоаварийное жилье. Я лично сам задавал вопрос руководству республики о том, что мы будем туда переселять жителей 17-го квартала из САИСАР,
На что мне отвечали: да, конечно, потому что придут федеральные деньги, и мы будем это делать. И сумма этого проекта за квадратный метр останется неизменной, да, приблизительно в этих рамках, ну, допустимо до 48-46 тысяч рублей за квадратный метр. Да, и публичные слушания были благополучно проведены для того, чтобы этот земельный участок был выделен. Мы говорим о 22 гектарах в центре города необремененной земли, которой стоимость одного га составила там, ну, копейки, абсолютно деньги, за которые можно было купить даже однокомнатную квартиру. Тем не менее, мэр города Якутска Сан Николаев заявил, что добился устной договоренности с руководством компании РИТ и лично с Егором Борисовым о том, что жилье в этом районе все-таки будет предоставлено для погорельцев. В эти дни достаточно серьезно по этой проблеме вы занимаетесь, так? Многие считают, что я там куда-то уехал, ничем не занимаюсь по этому вопросу. На самом деле я провожу массу встреч с застройщиками в том числе. Ну и не только по Борисову кредиту, по Борисову в целом. И буквально позавчера мы встречались с генеральным директором РИКа Петром Алексеевым, который является основным инвестором средства 11-летнего микрорайона. Я на эту тему неоднократно также вопрос и Егор Иванович озвучивал, и вот на сегодняшний день РИК выразил уже готовность, что порядка нескольких сотен квартир, так, ну, счет точно мне потом скажут, они готовы будут предоставить, ну, как бы выставлять на конкурсы, как для жилье для переселенцев физаварийного фонда. Но в том числе я попросил, чтобы отдельно они все-таки рассмотрели вопрос продажи нам квартир для погоревших. Но, к сожалению, вот в тех первых домах, которые там построены, там такого жилья у нас не запланировано. Там жилье такое, уже, во-первых, оно практически все уже продано по достаточно высокой цене, ну и метраж там остался там 90 квадратов, ну, вот такие. Но в домах, в первую очередь, которые в том числе уже и в 15 году должны сдаваться, они порядка нескольких десятков квартир готовы рассмотреть для того, чтобы мы их купили по той стоимости, которая нами сегодня заявлена государством. Между тем, Сергей Зорин считает, что возможности для решения проблемы у власти имеются. Махнут на них рукой, пошлют по всем этим бюрократическим инстанциям. Люди, налогоплательщики, избиратели могут ведь и сломаться. Просто сломаться, спиться, в конце концов положить на себя руки. Они выжили после огня. Пожар длится недолго. Мучение, которое предстоит пройти после всего этого, что бегая по различным инстанциям, они едва ли не страшнее пожара. Не знаю, но то, что надо бить во все колокола, везде обращаться, это насущная необходимость. Надо. Потому что то, что творится в Якутске, это недопустимо. Да, это могут быть пенсионеры, да, это могут быть приезжие с районов, юридически неподкованные, доживающие свой век, но они люди, они люди. Это же наши братья, сестры, матери, родственники с этих же районов, это избиратели, это налогоплательщики. Это наши защитники, это наше будущее. Там у них могут быть и многодетные, которые вырастят этих детей, которые станут нашим и защитником и прочее. Что мы видим на деле, а слышим только социальная политика, социальная политика. Где она? Подведя итоги, можно сказать, что именно активная гражданская позиция погорельцев помогает не молча терпеть тяготы, выпавшие на их долю, но и получать от властей хоть какие-то гарантии. Кто знает, пускай даже через бой, через скандалы, через людские трагедии, но мы находимся на пути к построению гражданского общества, где власть зависит от самого народа.